Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Продолжается обновление детской школы искусств. В музыкальном отделении меняют старые окна на новые. Мы вместе против терроризма. В Инте прошел открытый молодежный слет учащихся. Студенты Арктического горно-политехнического колледжа собрали более тонны макулатуры. Ребята приняли участие во всероссийской акции «Бум Баттл». Владимир Уйба принял решение покинуть должность главы Республики Коми. Президент России доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Об этом Владимир Викторович сообщил в социальных сетях 5 ноября. Уважаемые жители Республики Коми, дорогие друзья! В апреле 2020 года наш президент Владимир Владимирович Путин доверил мне возглавить Республику Коми. В сентябре того же года вы, уважаемые жители Республики Коми, всенародным голосованием избрали меня главой Республики Коми. За прошедшее время я сделал все, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики. Мы с командой правительства и главами муниципалитетов приложили все силы, чтобы сделать вашу жизнь лучше и комфортнее. Сделано очень много. В регионе появились новые школы, детские сады. Мы многое сделали в дорожном строительстве. Создали прочную основу для дальнейшего развития здравоохранения. Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и огромная ответственность. Благодарю Владимира Владимировича Путина за доверие и предложение. Благодарю команду правительства Республики Коми и глав муниципалитетов за совместную результативную работу. Я благодарю вас, дорогие жители Республики Коми, за поддержку, неравнодушное отношение и любовь к своей республике. Республика Коми и все люди нашего региона стали для меня родными и навсегда останутся в моем сердце. Спасибо вам и процветания Республики Коми. В музыкальном отделении детской школы искусств продолжается замена окон. Основная часть ремонтных работ была выполнена еще накануне учебного года. Сейчас специалисты подрядной организации меняют самые большие окна в здании, находящиеся в пролете между первым и вторым этажами. Поставить новые окна учреждение смогло благодаря наказам избирателей и поддержке депутата Государственного совета Республики Коми Александра Попова. К работам по замене огромных оконных блоков, находящихся между первым и вторым этажами музыкальной школы, на парадной лестнице подрядная организация приступила 1 ноября. Руководство учреждения предусмотрительно проводит эти работы в каникулярное время, когда занятия не проводятся. Напомним, что в августе здесь уже поменяли большую часть окон. В рамках наказов избирателей, благодаря Попову Александру Николаевичу, нам выделили 1 миллион на замену деревянных оконных конструкций. В концертном зале очень холодно, а поскольку у нас приехал новый рояль, нам так его жалко. Мы поменяли 5 окон больших в концертном зале и 10 в кабинетах на 2 и 1 этаже. В августе здесь были заменены 15 окон, 4 на 1 и все на 2 этаже фасада здания. Из них 5 окон в концертном зале, остальные в кабинетах. Сумма отыгранного аукциона тогда составила 895 тысяч рублей. Остаток средств – 105 тысяч рублей. Добавив собственные средства, заработанные на платных услугах, руководство детской школы искусств разыграло новый аукцион на 190 тысяч рублей на замену больших окон в коридоре учреждения. Первые окна устанавливали ООО «Северные окна» из города Сыктывкара. Было 5 молодых таких ребят, причем они очень интересовались, ходили в башню, в музей, такие активные были. Все, работу выполнили за 3 дня. Сейчас у нас местные предприниматели вставляют окна, их 3 человека. Мы надеемся, что сегодня они закончат самую грязную работу, а завтра уже будут откосы и что-то такое более чистое. И 5-го мы детей встретим в теплом помещении. Зданию музыкальной школы уже 65 лет. В 2012 году в данном учреждении культуры проводился капитальный ремонт фасада. Тогда были оштукатурены и покрашены стены. Окна, к сожалению, долгие годы оставались старые. В помещениях было прохладно. Конечно, стало теплее. Во-первых, старые окна у нас не открывались. Они были затянуты пленкой. Это было и темно, практически очень шумно с улицы все было слышно. Сейчас стало значительно тише и теплее.
Работы много, окна нестандартного размера, узкие и длинные, в высоту превышают 3,5 метра. Собирать секции приходится в фойе здания, но уже к 5 ноября после каникул учреждение встретит своих учеников в обновленном виде. В преддверии Дня народного единства и в честь 70-летнего юбилея Инты в Доме культуры «Октябрь» микрорайона Южный прошла встреча ветеранов угольной отрасли. Для них был накрыт праздничный стол и организована концертная программа. В адрес ветеранов и тружеников угольной промышленности, которые, не жалея сил, работали ради укрепления индустриальной мощи и энергетической безопасности государства, прозвучало много добрых слов. Инициатором встречи стал и Интинский совет ветеранов. Мне очень приятно видеть вас в этом зале, и от имени вас я хочу поблагодарить председателя Совета ветеранов Зинаиду Ивановну Миронову за эту встречу. И, конечно, наш теплый Дом культуры «Октябрь», который нам всегда дает возможность встретиться в таком теплом, замечательном и красивом нашем зеркальном зале, который тоже появился благодаря вам, уважаемые шахтеры. Ведь наш город – это город шахтеров, и мы никогда об этом не забываем. Несмотря на все сложности и трудности, которые есть у нас, мы всегда помним на каждом празднике, на каждом мероприятии, мы вспоминаем и говорим о том, что мы город шахтеров. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, я хочу пожелать вам благополучия. Хочу сказать, чтобы, наверное, ваши близкие, родные, чтобы у вас все сложилось, все получилось, чтобы у вас было общение, потому что, наверное, у вас все есть, а вот здоровья и общения много не бывает. Поэтому живите долго, мы вас очень любим, мы вас всегда ждем на наших мероприятиях. С праздником вас! 4 октября наш город отмечал юбилей, и юбилейные мероприятия продолжаются. Благодаря вам, еще раз скажу, появился наш город. Счастья вам, здоровья, любви, всего самого-самого доброго. Спасибо. Я, когда приехал сюда, мне направили, я по направлению приехал, и меня направили на Восточную шахту. И вот там всю жизнь работал, где-то 30 лет. Вот. Работал мастером на проходке, потом мастером на добыче, потом замначальника, потом начальником долгое время. Вот. У меня был комсомольско-молодежный участок, несколько ребят еще здесь. Остальные, кто разъехался, кого уже нет живых. На моего зама прославленного, когда я был начальником механикой, их нет. Зам механика, тот уехал в Германию. Он был немец. Был женат на русской и с 2 детьми все-таки уехал туда, к себе, так сказать. Тоже, может быть, сказать, на родину. Конечно, опасно. За время работы я очень долго начальником проработал, можно сказать, лет 20. У меня, хоть и шахта все тяжелая, но не было никаких тяжелых травм, у меня не было. Вот. Комсомольский молодежный участок занимали всегда 1, 2, 3 места по объединению. 2 раза мы на вечное хранение получили переходящее знамя «Инта-Уголь». Вот. А шахтное знамя у нас вообще постоянно стояло. А тот переходящее. Потом нам, когда мы получаешь несколько подряд, то на вечное хранение отдают. Могу и даже похвастаться, что результаты нашего труда участка демонстрировались в этом самом на ВДНХ и дали нам золотую медаль. И прислали нам где-то медали 15, часть золотых, штук 5, часть серебряных, часть бронзовых. Я все золотые и серебряные раздал рабочим, так как я считал, что это ихняя заслуга, а себе оставил бронзовую. Нелегкий и опасный горняцкий труд всегда вызывал уважение и почет. Прямо или косвенно с добычей угля связана жизнь практически каждого жителя Инты. С мужественного труда горняков началась слава Приполярья.
После окончания института был направлен в Интауголь по направлению после института вместе с женой. Ну и получилось так, что был направлен на шахту «Восточная», но, приходя к директору генеральному, Ивлев был тогда Иван Васильевич, жене не было работы. Она технолог машиностроения, станки, инструмент, все прочее. Ну, Ивлев сказал: пойдешь на РМЗ работать, я ее возьму. Вот так. Генеральный директор решил проблему. Поэтому я 3 года работал на РМЗ. После РМЗ был на шахте «Западная». Вот Андреев Николай Николаевич принимал меня на работу. Он послал меня на участок добычной номер 2. Поработал полгода слесарем. Горный мастер, потом механик, затем старший механик, главный энергетик, главный механик шахты. Вот так вот. А затем уже, когда был Шахтин Владимир Ильич, он взял меня главным механиком компании «Интауголь». Вот. Ну вот примерно так. Потом, когда все в Инте началось закрытие предприятий, мне предложили работу в Кемерово. Я 6 лет работал в Кемерово, главным механиком компании «Северный Кузбасс». Затем в институте работал, в Воркуте работал. Вот. А потом пенсия, а потом каждый год, каждую зиму мы с женой зимуем в Инте. Потому что это наш родной город. Шахтером быть задача непростая. Повсюду тьма, верь матушке земли. Но ты свою работу выполняешь. Семья, чтоб не сидела на мели. Твой труд, поверь, достоин восхищения. Так пусть оплачен будет он сполна. И будет по пятам идти везенье, что помогать в любые времена. Добрыми усталыми глазами встретимся мы, как всегда, с тобой, потому что только шахта знает, что такое небо под землей. Интинцы благодарили организаторов за душевную встречу, угощение, за концерт и добрые слова, которые постоянно звучали в адрес горняков. В Инте прошел открытый молодежный слет «Мы вместе против терроризма», в котором приняли участие 6 команд – школьники из Инты, Троицка-Печорска и студенты колледжа. Ребятам необходимо было продемонстрировать интеллектуальные и творческие способности, пройти настоящий квест по разным станциям и выполнить достаточно сложные практические задания. Спасатели, полицейские, пожарные, медики подготовили для участников слета непростые испытания. В ходе выполнения заданий дети могли познакомиться с разными профессиями. Встреча команд, знакомство ребят друг с другом и с членами организационного комитета слета прошли на базе Центральной библиотеки. В рамках первого этапа состязаний ребятам предстояло знакомство. Каждая команда подготовила визитную карточку. Мы, дети России, свободной страны. Со всеми людьми быть мы в дружбе должны. Так пусть же звучит наш дружный ответ за дружбу и мир. Терроризму нет! Дальше участников ждала интеллектуальная игра – квиз под названием «Мир без террора». Это командное соревнование на эрудицию, логику, сообразительность и смекалку. В игре было 5 этапов. Каждый раунд – это уникальное задание и вопросы на тему терроризма, экстремизма, основ безопасности. После каждого раунда ведущий квиза озвучивал правильные варианты ответов. Второй этап – квест-игра прошел на базе гимназии номер 3. Смогу доверить свою жизнь, свою безопасность, свою судьбу.
После краткого приветствия, обозначения задач, которые стоят перед отрядами, и получения ими маршрутных листов, ребята отправились по станциям. Их ждала увлекательная и очень насыщенная программа. Для проведения мероприятия были задействованы войсковая часть, полиция, МЧС, ДСААФ, Интинское ЦГБ, общественные ветеранские движения и Государственный фонд «Защитники Отечества», Центральная библиотека и Центральный дом культуры и техники и многие другие. Всего ребятам предстояло посетить 7 станций. На станции Склиф ребятам предстояло перевоплотиться в бригаду скорой помощи. Определить вид кровотечения. Какой? Вену порезал. Еще время писать. Венозный. Время, сколько времени? Нет, артериально получается. Дальше. 30 минут. Наложить жгут. Выше по течению сосуда. На станции под названием «Тайны следствия» ребята познакомились с работой криминалиста. Участникам предстояло с помощью имеющихся криминалистических приборов и дактилоскопических порошков определить, где имеются отпечатки пальцев и их вид. ДСААФ организовала станцию «Контртеррористическая операция». Чтобы обезвредить условного противника, участникам слета необходимо было погрузиться в профессию сотрудника спецслужбы и научиться надевать экипировку и применять импровизированные спецсредства. На одной из станций под руководством сотрудников МЧС ребята учились собирать тревожный чемоданчик, который берут с собой специалисты при выезде на проведение спасательной операции. Мы приехали с ПГД Троицко-Печорска. Там, конечно, проводятся подобные мероприятия, но не в таком масштабе. Да. Мне больше всего понравилось, когда была перевязка. Честно, не помню, как называется станция, но там прикольно было. По итогам прохождения всех станций все команды встретились в спортивном зале, где должны были создать плакат по теме, а потом, сообща, общими силами обезвредить взрывное устройство, найти, где спрятаны заложники, и спасти их. По итогам слета каждая команда получила диплом за участие. Службы и специалисты, задействованные в организации мероприятия, были отмечены благодарностями. К следующему году организаторы надеются, что участников из других городов станет больше, и слет пройдет еще интереснее. В храме святого Николая Чудотворца в микрорайоне Южный начался косметический ремонт. Священнослужители вместе с прихожанами решили обновить церковь, покрасив стены и потолок, которые закоптились от свечей, и помыть иконостас, подсвечники, заменить лампы. Работы проводятся на пожертвования неравнодушных людей, оказывающих помощь. Ремонт в храме святого Николая Чудотворца стартовал несколько дней назад. Часть работ уже выполнена. Большую помощь оказывают прихожане. Храм – это Дом Божий. Вот. Мы свое жилье, когда приходим домой, и когда оно чистенькое, ухоженное, у нас глаз радует. То есть, а вот когда ходим в храм, и он закопченный, там, черный, грязный, и уже люди, заходя, уже настроение у них как бы, немножко не такое. Вот, чтобы Дом Божий содержать в чистоте, в порядке, вот, периодически надо обновлять, чистить, мыть. Так же, как вот любое жилье, любую квартирочку, тем более здесь. Вот мы решили сделать ремонт косметический своими силами. Вот, собрали, у нас коробочка, там есть ящик, бабушки, кто сколько может, собрали, закупили краску, закупили материалы, поехали. И своими силами, с Божьей помощью, вот, ребята молодые, кстати, вот это сейчас делали, вот начали мы именно с молодежью. Вот, ребятам было по 16-17 лет, вот мой сын был, ему 20 лет, был самый старший, скажем так, 20-летний сын. И вот мы потихонечку начали с купола и с иконостаса. То есть мы его закрыли, собрали леса, сделали, покрасили белой, достали белой красочкой, покрасили. Вот. И еще раз купол вторым слоем пройдем и начнем уже стеночки. После стен займемся иконками уже, немножечко распределим, может быть, сделаем немножко по-другому. Вот. Притворик сделаем, там вот у нас клирос наверху, тоже там ремонтик сделаем с Божьей помощью. Почистим, обновим, и к Рождеству, думаю, что вот храм у нас будет уже заиграет новыми красками. Всех приглашаем на службы, приходите. Радуйтесь, так что все делать для людей.
вот, как бы, и во славу Божию, скажем так. Вот. А ремонт мы вот чисто решили в этом году сделать сами, своими силами. Чисто вот делаем, работаем, трудимся потихонечку, не спеша. Вот. Где-то, может быть, не так хорошо получается, ну ничего. Ошибается только тот, кто ничего не делает. А кто делает, работает, вот. Ошибочки можно какие-то исправить. Один из главных помощников настоятеля храма святого Николая Чудотворца – ученик лицея номер 1 Илья Чабан. Практически каждый день мальчик приезжает из города в микрорайон Южный, чтобы помочь иерею Иоанну с ремонтом и подготовкой к богослужениям. Стараюсь делать, что скажет, то и делаю. Вот крашу что-то, убираю, чищу. Вот сейчас мы наверху от краски чистим, готовимся к службе, клирос собираем. Ну, как бы работа легкая. У меня сейчас каникулы начались, поэтому свободного времени достаточно. Вот приезжаю сюда частенько, а потом после школы буду приезжать днем и будем продолжать вот, делать все. Работа легкая, с Божьей помощью хорошо. Быстро выполнить ремонт невозможно. В определенные дни и часы в храме по-прежнему проводятся службы, таинства, крещения и молебны. Чтобы интинцы не испытывали неудобства и дискомфорт, на время убираются все строительные материалы, и работа приостанавливается. Здесь пока вроде более-менее чистенько, это мы все убрали, то есть мы подготовились именно к службе. То есть у нас будет служба в воскресенье, понедельник будет праздник у нас, Казанская икона Божьей Матери. То есть ремонта проводиться не будет, будем служить, все как обычно. Ну, немножко неудобства, то, что у нас леса стоят, тут видите, да, вот, немножечко вот иконочки сделали. Ну, место есть. Кто хочет, придет, помолимся, потрудимся. Вот, в воскресенье, понедельник служба будет, а со вторника начнем опять. То есть у нас службы продолжаются, молебны идут у нас. Вот, в тот четверг молебны проходил у нас в школе воскресной. Бабушки читали акафист, а здесь сделался ремонтик. Так что службы продолжаются, ремонт идет. Приходите, храм открыт и всех приглашает. К концу декабря, началу января ремонтные работы в храме святого Николая Чудотворца будут завершены. Инта принимает активное участие во всероссийской акции «Бум Баттл» по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Студенты Арктического горно-политехнического колледжа вместе со своими педагогами и родителями собрали и сдали на переработку более тонны коробок со старыми конспектами, книгами, учебниками, газетами и журналами. «Бум Баттл» проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». «Бум Баттл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Главная цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами. Эта проблема существовала всегда. Макулатура и бумага в нашей жизни имеют очень обширный кругооборот, поэтому как вторсырье она всегда есть и будет, бумага. Поэтому для того, чтобы не заполнять наши полигоны, чтобы просто не потерять этот ресурс, Российская Федерация как государство организовала эту акцию для того, чтобы по опыту этой акции в дальнейшем наладить этот опыт с советских времен, чтобы вторсырье шло на переработку. В первую очередь это будет предприятием-переработчиком будет переработана макулатура и будет сделан тот же самый известный нам картон, который мы в качестве упаковочного материала используем. Та же самая туалетная бумага второго сырья, второго сорта и много-много других полезных для нас вещей, которыми мы пользуемся каждый день. Оно будет сделано из той бумаги, которую государство соберет и переработает. Наши преподаватели и студенты колледжа с большим энтузиазмом откликнулись на эту акцию. Собирали мы макулатуру дома, в основном ребята приносили из дома, подключились родители. Мы, конечно, еще и в своем колледже, давайте так скажем, почистили кабинеты, то есть ненужную макулатуру мы тоже все сюда сдали. Мы очень рады, потому что данная акция позволит, хоть немножко сохранить наши леса. А леса – это легкие нашей планеты. Планеты под названием Земля.
Как и любой баттл, это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете. В Арктическом горно-политехническом колледже лидерами стали учащиеся группы ГД-24 и ЖК-23. Будущие графические дизайнеры собрали 450 килограммов макулатуры, мастера жилищно-коммунального хозяйства – 350 килограммов. Ребята собирались группами, ходили по колледжу, искали макулатуру здесь, тут чистили кабинеты, старую литературу все отдавали. Ходили дома, смотрели, попросили родителей на работе, собирали вообще везде, где только можно. Когда объявили старт данной акции, мы решили принять активное участие в данном проекте, тем более это в поддержку нашего проекта «Экология». Да, поэтому был дан старт 2 недели назад, и ребята, педагоги, наш педагогический коллектив решил принять в нем участие. Несли журналы, книги, учебную литературу, которая на данный момент не актуальна. Девушки несли журналы, молодые люди газету и какую-то специфическую литературу, которую они читают, фантастику, например. Да. Было интересно наблюдать за этим, потому что действительно активность была большая. Мы устроили соревновательный момент между группами, и у нас стали абсолютными лидерами 2 учебные группы. Особенно радует активность первого курса направления графический дизайн ГД-24. Куратор Галина Васильевна Калашникова, ее группа стала рекордсменом. Также группа ЖК-23, это наши мастера жилищно-коммунального хозяйства, они собрали рекордное количество. Это мастер Олег Александрович Киселев и куратора Валерия Алексеевна Мурзина. Молодцы ребята, несли с таким энтузиазмом не просто для того, чтобы победить, а для того, чтобы помочь природе. Ведь данная литература пойдет на переработку, и мы спасем вместе деревья нашей прекрасной республики. Бум-баттл проводится уже несколько лет и с каждым годом вовлекает все больше людей в экологическую культуру. За время проведения акции миллионы участников бум-баттла собрали более 160 тысяч тонн макулатуры. Учитывая, что 1 тонна макулатуры спасает от вырубки 17 взрослых деревьев, это почти 3 миллиона спасенных деревьев. Это значимый вклад в экологию нашей страны, говорят организаторы акции. С момента старта этой акции очень много желающих, которые интересовались именно этим, куда можно принести этот. В данном случае Интинский филиал Арктического колледжа не остался в стороне и собрали более тонны макулатуры. Это и отработанный учебный материал, который не актуален, а также использованную бумагу. Это было все собрано учениками, коллективом Арктического колледжа. Мы очень рады, что объем довольно-таки большой. Арктический колледж зарегистрировался на сайте бум-баттл как коллективная заявка, как коллективный участник. И мы призываем всех неравнодушных принять участие в этой акции. Всю собранную макулатуру в Инте участники акции вместе со специалистами отдела по охране окружающей среды Минприроды передают региональному оператору Севера. Предприятие отправляет вторсырье на переработку. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.